После окончания гражданской войны в стране началось построение единого союзного государства. Началось национальное государственное строительство и в Коми-крае. В январе 1921 года в Уссысольске состоялся Всезырянский съезд коммунистов, где обсуждался вопрос о создании Коми-автономии для всего коми-зырянского народа. Было принято решение создать огромную по территории Коми-республику с выходом к Северному Ледовитому океану, а также создать особую Красную Зырянскую армию. Все эти предложения вносил на съезде товарищ Батьев. Дмитрий Александрович Батьев – советский коми-литератор, общественный и государственный деятель. В 1920 году назначен заведующим Зырянским отделом Народного комиссариата по делам национальности РСФСР, главный инициатор создания автономной области Коми. Это был человек, у которого идея была, наверное, выше всего. Если политик он был такой фанатичный, то экономист из него был совершенно никудышный. Понимая, что нужно развитие экономики, и о крае должны заговорить во всем мире, Дмитрий Александрович Батьев, например, предлагал закупить на выделенные автономной области деньги большое количество ульев, разводить пчел. Ну, а пчелы – это деньги, мед, а значит деньги. Или, например, в целях популяризации края Батьев предлагал издавать журнал о Зырянском крае на французском языке, чтобы в Париже знали о Коми-крае. Или во время поездки в Уссысольск нанимал оркестр. Вы можете себе представить, когда пароход подходил к Уссысольску, издалека звучала музыка, что вызывало, кстати, очень большую зависть у местного начальства. И уже тогда, конечно, недовольных было достаточно. Естественно, посыпались жалобы, в том числе и на разбазаривание средств, выделяемых краю, автономной области, потому что, как говорили, большая часть средств оставалась в Москве. Его исключили из партии и даже завели уголовное дело за нецелевое расходование средств. Больше 2 месяцев Батьев провел на Лубянке, однако за экономические преступления он не был осужден, поскольку для себя он не брал ничего и никаких денег у него не было. В 1923 году дело зырянского представительства было закрыто, и Дмитрий Батьев приезжает в Коми-край. И Дмитрий Александрович Батьев становится одним из тех, кто начинает руководить обществом изучения Коми-края. Создается целый ряд фракций, связанные с природопользованием, с другими видами деятельности, исторические, краеведческие. И Дмитрий Александрович Батьев здесь очень активно участвует. Когда система начала работать, то ей было уже все равно, кого молоть, кто пройдет, будь то преданный партийный работник, будь то представитель ученого мира, будь то руководитель большого завода или маленькой сельскохозяйственной коммуны, этой системе было уже все равно. Она молола людей как могла. В 1934 году главный инициатор создания автономной области Коми Дмитрий Батьев был арестован по обвинению в подготовке вооруженного восстания. Его приговорили к 5 годам лишения свободы и отправили в Ухт-Печлак. Еще в начале 20-х годов Батьев предлагал Владимиру Ленину создать концентрационный лагерь в Ухте, где заключенные этого лагеря занимались бы добычей нефти и лесозаготовками. Он стал невольным участником той идеи, которую, собственно говоря, продвигал. В 1937 году Дмитрий Александрович Батьев был освобожден, но ненадолго. Весной 1941 года он решил поправить свое здоровье, выехав на море. Но он был арестован в городе Сталина, ныне это город Донецк. Верховным трибуналом Коми СССР он был приговорен к расстрелу. Вы знаете, документ о расстреле подписал супруг его дочери. В ноябре 1941 года Дмитрий Александрович Батьев был расстрелян.